Полным ходом идет строительство здания онкологического республиканского центра. На сегодняшний день рабочие опережают график. Масштабный объект финансируется в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» государственной программы развития здравоохранения. Более подробно об объекте Анна Васильева. Первая свая здесь была забита еще в 2017-м, но вплотную реализация проекта началась 2 года назад. И вот уже готовность одного из самых масштабных медицинских объектов в республике составляет 35%. Объект сам сложный, большой, считается одним из крупных проектов на Дальнем Востоке и очень высокотехнологичный. Здесь имеются очень большие слаботочные системы, которые работают центральным, управляются центральным пунктом, и все система взаимосвязана. Здесь используется свыше 200 тысяч метров кабельной продукции. Действительно, объект поражает размерами. Общая площадь 25 670 квадратных метров. 4 блока. Один основной. Здесь будет располагаться поликлиник-диагностический центр на 210 посещений в смену. И 3 сопутствующих. Подстационар на 180 коек и хозблок. 4-этажные здания, на которых ежедневно трудятся более 100 человек. На сегодняшний день на объекте ведутся работы по кладке наружных стен, фасадные работы, по монтажу вентиляции, монтажу внутренних перегородок, отделочные работы, монтаж электрики и сопутствующие работы. На данное время все монолитные работы завершены. Подрядчики ООО «Адгезия» и «Кинг-95» закончили возведение основного каркаса здания. На днях здесь побывал глава республики. Ознакомившись с ходом работы, Асен Николаев дал новое поручение – ускорить темпы строительства и ввести онкологический центр не в 2023 году, как планировалось, а в 2022. Строительство идет в графике производства работ. Если мы считаем 2023 год годом ввода, то мы идем с опережением. Если вот по поручению главы у нас срок сдачи, если передвигается на 2022 год, то мы должны сейчас скорректировать и тоже усилить работу в данном направлении. Важные задачи стоят не только перед строителями. Система здравоохранения уже решает вопросы кадрового оснащения, подготовки медицинского персонала. Врачей готовят на базе кафедры онкологии Мединститута СФУ, федеральных и зарубежных медицинских центров. Параллельно ведется работа по оснащению современным оборудованием. Всего к открытию онкодиспансера потребуется более 1000 работников, медицинского и вспомогательного персонала. На сегодняшний день, наверное, это самый актуальный объект, который нужен для республики. Мы боролись за этот объект больше 10 лет. Мы очень благодарны правительству Российской Федерации, Арсению Сергеевичу за то, что он помог нам реализовать все наши планы. Вы знаете, что онкология сегодня по всей стране, и наша республика не исключение, смертность от нее стоит на 2-м месте. Очень высокий рост заболеваемости. Отрадно, что в нашей республике сегодня повысилась ранняя выявляемость онкологическими заболеваниями. Мы для этого очень много делаем, но, к сожалению, то, что делает сегодня первичное звено, уже недостаточно. Высокие технологии идут вперед, и, конечно, нашей республике требовался такой современный онкологический центр. Новый центр должен стать флагманом всего Дальнего Востока по онкологической помощи. Якутские медики уверены, его открытие позволит существенно снизить цифры тревожной статистики по онкозаболеваемости. Анна Васильева, Екатерина Амосова, Илья Сыромятников, Якутск.